Бисмиллахир рахманир рахим, вассалату вассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ама ба'д. Уважаемые зрители, сегодняшняя наша тема 85-я сура Священного Корана, сура Аль-Буруджь. Эта сура состоит из 22 аятов. Итак, мы начинаем. Бисмиллах. Первый аят. «Вассамаи затил буруджь». «Вассама». Согласовки фатха мы переходим на удвоенный син. Удерживаем, так как у звука син имеется свойство свист, и нужно удержать немножко. «Вассама». «Вассама». Удлинение в размере 4 огласовок, как мы с вами договорились. «Вассама». И нужно ясное, четкое произношение огласовки хамза после удлинения. «Затиль». Межзубное произношение «зати». Ударение в размере 2 огласовок. «Зати». С огласовки касра под буквой «та» мы уходим на лям. «Затиль буруджь». В предыдущих уроках мы удлинение при остановке выбирали 2 огласовки, а сегодня, иншаллах, мы с вами будем придерживаться 4 огласовок. Итак, «затиль буру». И удлинение в размере 4 огласовок у нас даммы буруджь. При остановке аннулируется касра и переходит сукун, но в этом случае, так как джим является одним из 5 звуков калькаля, правила калькаля взрывности, мы применяем правило калькаля. «Затиль буруджь». И таким образом, «Вассамаи затиль буруджь». Нужно отдаляться и не повторять распространенную ошибку при произношении звука джим «ж». Буруджь. Это является грубейшей ошибкой, так как такого произношения у звука джима нету. Второй аят. «Валь яумил мау'уд». Согласовки фатха над вамом уходим на лям, потому что здесь лунное произношение. «Валь яумил». Согласовки касра под буквой уходим, мим, уходим на лям. «Яумил мау'уд». «Валь яумил мау'уд». При произношении айна сперва нужно произнести звук айна, потом добавляем огласовку дамма. И при удлинении дамма у нас в размере 4 огласовок, дамму удлиняем, и получается у нас при остановке касра аннулируется и сукун. Так же, как и в предыдущем аяте, джим является одним из 5 звуков калькаля, даль тоже относится к этим 5 звукам. И применяем правила калькаля. И таким образом получается у нас «Валь яумил мау'уд». «Валь яумил мау'уд». Третий аят. «Ва шахиди ва машхуд». «Ва ша». Удлинение в размере 2 огласовок. «Ша» естественно удлинение. «Ва шахиди». Здесь мы применяем правило идгам ассимиляции, частичная ассимиляция с частичной назализацией. «Ва шахиди ва машхуд». Удерживаем в размере 2 огласовок. «Ва маш». Здесь нужно немножко, как и в свистящих звуках, у звука щин есть правило, свойство тафаши, это удержание немножко. Ш, машху, машхуд. При полное четкое произношение гортанного звука ха, гу, гу. И удлинение в размере 4 огласовок, даммы. И при остановке аннулируется у нас танвин кесра и переходит сукун, и применяем правила калькаля, как и в предыдущем аяте. И таким образом «Ва шахиди ва машхуд». 4 аят. «Кутиля асхабул ухдуд». И таким образом «Кутиля». Асхабуль.
Одна из самых распространенных ошибок при произношении слова асхаб – это твердое произношение звука хамзы. К большому сожалению, это очень распространено, читается асхаб, что является категорически запрещено. Почему? Потому что у звука хамзы такого произношения отсутствует. И таким образом мягкое язык, так как звук сад относится к свойствам итбак, это когда дальняя часть языка приподнимается и к мягкой небе приподнимается. Мягкое гортанное произношение ха и удлинение в размере двух огласовок. С огласовки дамма мы уходим на лям. Асхабуль ухдуд. При удлинении здесь, при остановке, удлиняем в размере 4 огласовок дамму. При остановке каср аннулируется и переходит в сукун. И таким образом, обратите внимание, асхабуль ухдуд. Применяем калкала. 5-й аят. Ан-нари затил вакуд. Ан-нари, начинаем с фатхи. Ан удерживаем в размере 2 огласовок, назализации фатхи, нуна. Анна, а потом удлинение. После удержания потом переходим на удлинение. Анна, аннари, зати, удлинение в размере 2 огласовок, фатхи. Затил, переходим на затил вакуд. Затил вакуд. При остановке аннулируется, переходит сукун, удлинение в размере 4 огласовок даммы. И таким образом, ан-нари затил вакуд. Ан-нари затил вакуд. 6-й аят, обратите внимание. Идхум алейха кууд. Ид, четкое произношение касры. При остановке на удержание межзубности, свойства ид, категорически запрещено. Почему? Потому что она переходит в звук та, ид, или в звук даль. Нужно удержать при произношении. Идхум, гортанное произношение. Идхум алейха. Алейха, нужно, хочу заметить, айн с лямом всегда мягкое произношение. Ала не бывает. Аля, алейха. Гортанное произношение выдавливаем. Алейха. В размере 2 огласовок удлиняем огласовку фатха. Алейха кууд. Каф, айн, удлинение в размере 4 огласовок даммы. И при остановке у нас аннулируется танвин дамма и переходит в сукун. Идхум алейха кууд. 7-й аят, обратите внимание. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم аля, как уже сказано было, мягкое произношение айна и ляма. Ала нет. Аля, удлинение в размере 2 огласовок фатхи. Аля, ма, то же самое удлинение в размере 2 огласовок. Хочу напомнить, что звук мим, твердое произношение никогда не будет. Она всегда мягкая. Ма, нет. Яф'алуна. Нужно удержать свойства у фа хамс. Яф'алун, нет. Яф'алуна. Здесь у нас в размере 2 огласовок дамма удлиняется. Яф'алуна бил. С огласовки касра уходим на лям. Бил му'минина. Одна из самых распространенных ошибок при произношении хамзы с огласовкой со знаком сукун – это
дальняя часть, средняя часть гортани, что она переходит в звук айн. Нет, нужно оставлять в полости. Минина. Минина. Здесь после нун согласовка кесра мы удлиняем в размере двух огласовок. Минина шухуд. При остановке танвин дамма аннулируется, уходит в сукун. Огласовка даммы мы удлиняем в размере 4 огласовок, так как мы сегодня выбрали 4 огласовки. И таким образом 7-й аят будет читаться وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. 8-й аят, обратите внимание. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Итак, وَمَا удлинение в размере двух огласовок. وَمَا نَقَمُوا мягкое, твердое, мягкое. Накаму нет. Нужно сперва произнести полностью, четко, мягко звук нун не, потом уходить на твердый звук ка. Нека, а не нака, что является ошибкой. Нека, некаму. Некаму, здесь удлинение в размере двух огласовок даммы. Некаму, естественно, удлинение называется минхум. Нужно обращать внимание на то, чтобы если нун с сукуном, она очень часто переходит в свойство взрывность. Минехум. Это из-за торопливости появляется. И нужно быть медленно, размеренно произнести минхум. И также мим тоже самое. Минехума, что является грубой ошибкой. Минхум илля. После сукуна над мимом четкое произношение и илля, мягкое произношение ляма, илля и удлинение. Удлинение в размере 4 огласовок фатхи. Илля. После удлинения ясное произношение огласовки фатха. Ай. Так как здесь мы применяем идгам, частичный идгам, с частичной назализацией. И удерживаем в размере двух огласовок. Мину. Здесь тоже удлинение в размере двух огласовок даммы. Мину. И переходим. Биллахил азизил хамид. Биллахи. С огласовки кесра уходим на удвоенный лям. Биллахи. Как мы уже сказали, я повторюсь, что слово лафзул джаляля при произношении после ля есть ударение, естественно, удлинение. Хотя она в многих мусхафах не пишется, но мы должны знать, что билляхи, хотя здесь не обозначено, но мы должны знать, что при произношении лафзул джаляля всегда в размере двух огласовок ударение, естественно, удлинение. Билляхи. И согласовки кесра уходим на лям биллахил азизил. Здесь у нас удлинение в размере двух огласовок кесры. Азизил зил хамид. При остановке аннулируется, уходит в сукун и правило калкаля и удлинение в размере 4 огласовок кесры. И таким образом, еще раз прочитаю, обратите внимание. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Обратите внимание, 9-й аят. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الذي удваивание и удлинение. الذي удлинение в размере двух огласовок кесры. Лаху удлинение в размере двух огласовок, естественно, удлинение
даммы. Аллази лаху мулькус. Согласовки даммы мы уходим на удвоенную син. Мулькус. Мульк. Мульк. Мулькус. Удваиваем. Мулькус сама в размере двух огласов. Ва то же самое. Мулькус самавати валь. Согласовки фатха уходим. Валь арды. Ар ра твердое. Хамза мягкая. Ра твердое. Твердое произношение. Арды. Валлаху. Уходим. Согласовкой фатха. Ударение в размере двух огласовок. Валлаху аля. Ударение в размере двух огласовок и мягкое произношение. Аля кулли. Удваиваем лям, а потом кеср произносим. Кулли шей ин шахид. Шей ин шахид. Здесь удержание у нас ихфа в размере двух огласовок. Назализации. Шей ин шахид. Аннулируется танвин дамма, уходит в сукун. Удлинение кесры в размере 4 огласовок. Кулли шейин шахид. 10-й аят, обратите внимание. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Вот здесь, так как аят длинный, мы будем применять тематическую остановку вот на данном этапе. Итак, начинаем. Инналладина. Четкое и ясное произношение кесры. Удержание на зализате в размере двух огласовок. И с фатхем уходим на лям. Инналладина. Удваиваем лям. После ляма зай. Кесра. Удлинение в размере двух огласовок. Естественное удлинение. Инналладина фатануль. Согласовки даммы мы уходим на лям. Фатануль. Фатануль. Му'минина. Удлинение в размере двух огласовок кесры. Валь му'минати. Тоже здесь на лям уходим. Валь му'минати. Му'минати. Ударение огласовки фатха в размере двух огласовок. Му'минати. Если мы применяем остановку, то получается Инналладина фатануль му'минина валь му'минат. При остановке здесь у нас появляется огласовка в размере 4 огласовок. Так как мы в предыдущих аятах это правило в размере 4 огласовок выбрали, и поэтому здесь не 2, а переходит в 4. И при сукуне аннулируется кесра и переходит в... При остановке аннулируется кесра и переходит в сукун. И таким образом, инналладина фатануль му'минина валь му'минат. Это если мы останавливаемся. Продолжаем. Сумма лам ятубу. Сумма. Удержание в размере двух огласовок назализации. Сумма лам ятубу. Удлинение в размере, естественного удлинения в размере двух огласовок даммы. Фалахум. Фалахум. Азабу. Азабу. Межзубное произношение. Забу. Удлинение в размере двух огласовок. Азабу. Джаханнама. Нужно обращать внимание. Джаханнама. Джаханнама. Нет. Джаханнама. Удержание в назализации в размере двух огласовок нуна. Джаханнама. Валахум азабуль харик. Азабу. Удлинение в размере двух огласовок фатхи. Азабу. А с даммы мы уходим на лям. Азабуль. Азабуль. Теперь обратите внимание, четкое ясное произношение ха. Азабуль хари. Не хари,
Так как ха это легко произносится, потому что у нас, так как арабский язык не родной, мы присваиваем текст под себя, и поэтому харик. Нет, нужно договорить ха, харик. Ра здесь мягкое, и удлинение в размере, здесь, ну, как мы сказали, 4 огласовок, кясру удлиняем, харик. И при остановке у нас появляется правило калькаля, так как звук каф относится к 5 звукам, у которых свойство взрывность. Переходим на 11 аят, обратите внимание. «Инналлазина аману ва амилу ссалихати лахум джаннатун таджри мин тахтихал анхар. Заликал фаузул кабир». Продолжаем. «Инналлазина». Как и в предыдущем аяте, четкое произношение кясры, удержание, назализация в размере 2 огласовок. Инналлазина. Удлинение в размере 2 огласовок, огласовки кясра. Инналлазина аману. Долгота в размере 2 огласовок фатху. Аману. То же самое здесь долгота и удлинение в размере 2 огласовок даммы. Аману ва амилус ва амилу. Согласовки дамма мы уходим с вами на удвоенный сад. Естественно, удлинение, которое здесь у нас в конце находится, аннулируется, потому что, естественно, долгота при слитном чтении всегда аннулируется. Ва амилуса. Амилуса. Удерживаем сад, потому что со свистом, свойство свист. После удвоения огласовка фатха в размере 2 огласовок удлиняем. Амилусса ли ха. Также ха, удлинение в размере 2 огласовок. Салихати лахум. Лахум джаннатун. Как уже сказано было, джим нужно четко и ясно произносить джа, а не ж. Джаннатун. Джан, удержание назализации в размере 2 огласовок. Джаннатун, удлинение в размере 2 огласовок фатхи. Джаннатун. Здесь у нас применяем правило ихфа, назализация в размере 2 огласовок, а ихфа у нас здесь мягкое. Нельзя джаннатун таджри. Нет. Джаннатун таджри. Здесь применяем правило калкаля, так как джим. Таджри. Удлинение в размере 2 огласовок кясры. Таджри мин тахти. Назализация. Ихфа. Применяем здесь в размере 2 огласовок, и ихфа у нас мягкое. Мин тах. А не мин тахти. Мин тахтиха. Обратите внимание. После та у нас ха. А после второго та ха. И поэтому тахтиха. 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 При слитном чтении, после огласовки фатха, мы соединяемся с лямом. Тахтихал анхару. Удлинение в размере 2 огласовок фатху тянем. Анхар. Если мы здесь останавливаемся, то применяем 4 огласовки. Анхар. А если мы слитно читаем анхару, ну так как здесь есть тематическая остановка, мы здесь остановимся и будем применять правило остановки. Ра переходит в сукун, и она становится твердой при остановке. И получается тахтихал анхар. Идем дальше. Заликал фаузул кабир. Залика, международное произношение за, ударение в размере 2 огласовок. Залика, с огласовки фатха, уходим на лям. Заликал фау. Заликал фау. Фаузул кабир.
При остановке аннулируется дамма, уходит в сукун и удлинение огласовки кесра в размере 4 огласовок. Кабир. И ра мягкая. Кабир. Нет. Заликаль фаузуль кабир. 12 аят. Обратите внимание. Инна батоша раббика лашадид. Разъясняем. Инна. Четкое произношение огласовки кесра. Удержание назализации над нуном. Назализация. Инна. А потом четкое произношение огласовки кесра. Инна. Б. Обратите внимание. Та у нас твердый звук. И она сильная в зависимости от буквы Б. И она воздействует до произношения. Мы, так как мы читаем сперва глазами, уже воздействует и получается баташа, что является грубой ошибкой. Сперва нужно четко произнести Б, мягче, Б, а потом уходить на произношение звука Та с калькалей, так как здесь правило калькаля, взрывность, Бето, бето. И после идет мягкий звук. Бетоше. А не распространенная ошибка баташа, что является грубой ошибкой. Итак, инна бетоше, бетоше, инна бетоше. Раббика. Удваиваем и четкое произношение кесра. Раббика ла шадид. Ла, огласовка фатха, четко ясно произносим. Ла шадид. При остановке аннулируется танвин дамма и огласовка кесра удлиняем в размере 4 огласовок, как мы договорились. И таким образом инна батоша раббика лашадид. Уходим с вами на 13 аят. Иннаху хуа юбди'у ва ю'ид. Иннаху. Четкое произношение кесры, удержание в размере 2 огласовок назализации, удлинение даммы в размере 2 огласовок, естественно, удлинение. Иннаху, хуа. Теперь обратите внимание, так как первое слово заканчивается на ха, и второе начинается с ха, это немножко трудно, и поэтому распространенная ошибка появляется иннаху хуа. То есть делают ассимиляцию. И поэтому иннаху хуа юбди'у. Здесь у нас правило калькаля юбди. Четкое произношение кесры. Юбди'у. Правило гласит, буква хамза всегда подчиняется при произношении огласовки. То есть какая огласовка над или под ней находится, четкое произношение, и все, и проблема решается. Юбди'у. Ва ю'ид. Огласовка кесра мы удлиняем в размере 4 огласовок. Ю'ид. При остановке аннулируется дамма, переходит в сукун, и применяем правило калькаля. Ю'ид. Итак, 13 аят. Иннаху хуа юбди'у ва ю'ид. 14 аят, обратите внимание. Ва хуаль гафуруль вадуд. Ва хуа. Уходим с фатхи на лям. Ва хуаль га. Га твердое произношение. Гафуру. После твердого нужно обращать внимание, чтобы фу не было. Фу. Удлинение здесь в размере 2 огласовок, огласовки дамма. Гафуруль вадуд. Гафуруль вадуд. При остановке сукун удлиняем даммы в размере 4 огласовок, как мы с вами договорились. Итак, вахуаль гафуруль вадуд. Здесь одна из самых распространенных ошибок. Вадуд. Ва. Звук вау в данном случае является мягким. Она никогда ва не бывает. Вадуд. Итак, 15 аят. Обратите внимание. Зуль аршил маджид. Зуль. Между мной. Зу.
Удлинение, естественно, удлинение аннулируется, и мы с огласовки уходим на лям. Зуль, не зуль, зуль. Вот это у нас аннулируется, естественно, удлинение. Зуль, айн, мягкая. Здесь ра у нас твердое произношение. Арши, арши, нет. Ар, мягкая, твердая, мягкая. Зуль, арши, зуль, арши. С огласовки кесра уходим на лям. Зуль, аршил, маджид. При остановке аннулируется дамма, уходит в сукун, и у нас огласовка кесра мы удлиняем в размере 4 огласовок. Маджид. 16 аят, обратите внимание. Фа'алу лима юрид. Фа, мягкая, айн. Теперь, обратите внимание, айн, если удвоенная, фа'а, фа'а, фа'а. Останавливаемся на месте нахождения звука айн и перепрыгиваем. Фа'а, то есть остановка и ударение. Фа'а, это есть удвоение звука айн. Фа'а, после удвоения удлинение в размере 2 огласовок фатхи. Фа'а луллима. Здесь у нас ассимиляция без назализации. То есть идгам биля гунна. Ассимиляция без назализации. Фа'алуллима. После мима ударение огласовки фатха в размере 2 огласовок. Фа'алуллима юрид. Огласовки кесра мы удлиняем в размере 4 огласовок. Юрид. И при остановке у нас дамма аннулируется и переходит в сукун. И применяем правило калькаля. Фа'алу лима юрид. 17 аят. Обратите внимание. Халь атака хадисуль джунуд. Халь. Гортанное произношение. Халь атака. Ата. Ударение в размере 2 огласовок фатхи. Атака ха. Хадисуль. Удлинение в размере 2 огласовок кесры. Вот этого. Хадисуль. С огласовки дамма уходим на лям. Хадисуль джунуд. Аннулируется огласовка кесра, уходит в сукун, удлиняем дамму в размере 4 огласовок. И таким образом, 17 аят. Халь атака хадисуль джунуд. 18 аят. Фир'ауна ва самуд. Фир'ауна. Здесь фа с огласовкой кесра, и ра у нас мягкая. Фир'ауна, нет. Фир'ауна. То есть все звуки здесь в этом слове фир'аун, все мягкие. Фир'ауна ва самуд. Огласовка дамма удлиняем в размере 4 огласовок. Аннулируется фатха над буквой даль, переходит в сукун и применяем правило калькаля. Фир'ауна ва самуд. 19 аят, обратите внимание. Балиллазина кафару фи такзиб. Балиллазина. С огласовки кесра мы уходим на удвоенный лям. Балиллазина. Так как здесь после ляма следующее тоже лям, и нужно четко и ясно произнести и выговорить огласовку кесра первую. Балиллазина. 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 Одна из самых распространенных ошибок при желании четко произнести огласовку кесра удлиняют. Балиллазина, что является тоже грубой ошибкой и добавлением звука в коранический текст, что категорически запрещается. Нужно четко, равномерно балиллазина. Балиллазина. После удвоения ляма с фатхой мы зай удлиняем в размере 2 огласовок. Балиллазина. Кафару. 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 Нет. Кафа всегда мягкая, никогда твердое произношение не будет иметь. Кафару. Ра твердая. И в размере 2 огласовок мы удлиняем огласовку дамма. Кафару. Фи. Огласовка кесра удлиняется в размере 2 огласовок. Кафару. Фи.
такзиб. При произношении каф со знаком сукун нужно договорить свойство хамс. К. Такзиб. Такзиб. При остановке танвин касра аннулируется и уходит в знак сукун, и удлинение огласовки касра в размере 4 огласовок и удлиняем. Такзиб. И у нас ба является со свойством калькаля. Это 5-й звук из 5 звуков, которых имеет свойство взрывность, то есть калькаля. Итак, балилладзина кафару фи такзиб. 20-й аят, обратите внимание. Валлаху мин вараихим мухит. Валлаху, вау, распространенная ошибка. Валлаху, ва, нет. Ва нужно договорить мягко. А потом уходим на твердое произношение лафдуль джаляля, слово Аллах, и лям твердое, и с удлинением в размере 2 огласовок фатха удлиняем. То есть валлаху, валлаху, миу. Здесь у нас ассимиляция частичной назализации в размере 2 огласовок. Миу, миу, вара. Здесь 4 огласовки, 4 раза удлиняем огласовку фатха. Вара. И. Вот четкое произношение хамзы. Вара. Ихим. Здесь у нас ассимиляция в размере 2 огласовок. Удерживаем. Потом мухи. Мухи. Четкое произношение ха. Удлинение в размере 4 огласовок, как мы с вами выбрали, и при остановке аннулируется танвин дамма и уходит в сукун, и применяем правило калькаля. Мухито. Таким образом, 20-й аят. Валлаху мин вараихим мухито. 21-й аят. بل هو قرآن مجيد. بل هو ра твердое при остановке, так как впереди стоит твердый звук с огласовкой дамма. Кур'анун. Хамза, мягкий звук, она никогда Кур'ан не будет. Кур'ан. Кур'анун. Мягкое произношение, удлинение в размере 2 огласовок. Кур'анум. Здесь мы применяем правило ассимиляции в размере 2 огласовок с полноценной назализацией. Удержание в размере 2 огласовок. Кур'анум маджид. Удлинение огласовки кесра в размере 4 огласовок, и танвин дамма аннулируется и переходит в сукун, и применяем правило калькаля. И таким образом بل هو قرآن مجيد. И завершающий аят. في لوح محفوظ. في. Ударение в размере 2 огласовок кесра удлиняется, естественно удлинение. Фи лаухим. Здесь распространенная ошибка это лаухим, когда звук ха переходит в звук ха, что является заменой одной буквы другим категорически запрещенным. Лаухим применяем здесь у нас полноценная ассимиляция с полноценной назализацией. Идгам бигунна камиля. В размере 2 огласовок удерживаем. Лаухиммах. 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 Ха. Здесь тоже четко произносим. Фуд. Фа. С огласовкой дамма. Огласовкой дамма удлиняем в размере 4 огласовок. И при остановке касра, танвин касра аннулируется и уходит в сукун. И применяем махфуд. Махфуд, проглатывая, не договаривая, не довершая произношение свойства «за», является аннулированием звука. Махфуд.
Вот это будет правильное произношение. И таким образом, 22-й аят. Фи лаухим махфуз. Уважаемые зрители, на этом мы сегодня завершили изучение правильного произношения 85-й суры. На этом мы сегодня прощаемся. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.